Уважаемые телезрители, вторая часть. Продолжаем интервью у одного из ярчайших участников нашей инициативной группы по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии, Владимир Кузьмич Абрамов, доктор исторических наук. Продолжите ответ на этот вопрос или перейдем к вашему комментированию пожеланий, которые обращает наша инициативная группа? Да, если что, будем отвлекаться. Вот мы обращаем к региональной и городской властям Мордовии пожелания. Все они реализованы в десятках регионов нашей страны. Мы просто хотим идти в рамках этого направления, в чем-то прерываемого, чтобы демократического процесса. Да, и чтобы показать, наше общество не меньше ценит вот эту трагедию, которая произошла с нашими земляками. Мы не считаем, что есть люди первого сорта, которые выжили и которым блага Советского Союза достались, а те, кто за счет чьих смертей это досталось, мы это люди второго сорта, поэтому мы не должны перед ними не каяться, не осуждать тех, кто их уничтожил. Все-таки люди все равны, и нельзя никого убивать ради блага других слоев населения. Вот первое наше пожелание – это то, что ежегодно мы считаем, хорошо было бы, если бы проводилось поминальное мероприятие, и еще лучше, если бы глава республики, вот сейчас Владимир Дмитриевич Волков, выступал бы в день памяти жертв политических репрессий, общегосударственный, когда глава страны выступает, и главы регионов многих выступают, чтобы наш глава республики, как избранный жителями Мордовии, тоже выступал со словами соболезнования репрессированным землякам и семьям репрессированных земляков. Я думаю, пожелание оно достойное, и я его полностью поддерживаю. Конечно, забывать о трагических страницах нашей истории никоим образом нельзя, и надо их вспоминать. Как глава России, вы помните, как Владимир Владимирович Путин открывал стену скорби, что он говорил, во многих регионах главы выступают. А уж Мордовия, которая понесла такие потери, я вам сказал, в 30-м году здесь жил 1 400 000, сейчас 800 000. Начали бежать уже вот как раз в эти 30-е годы от репрессий, от коллективизации и прочее. А потом уже процесс-то он уже пошел сам по себе, как лавина. Вот что. И, конечно, было бы то, что, прежде всего, надо поставить памятник. Там есть плита на братских могилах небольшая, но я думаю, это не там где-то за городом, а именно в городе поставить достойный памятник. Вот, может быть, здесь вот, где памятник в честь павших в Великой Отечественной войне, они ведь тоже пали за страну, за народ, невинные жертвы вот этого террора. Я думаю, где-то вот здесь, если бы этот памятник был открыт, это было бы правильно. Но если при этом еще и глава республики выступит, то я думаю, что ж тут, то было бы достойно. Да, вы тем самым поддержали наше пожелание, тоже очевидное, чтобы в центре города был памятник, и, естественно, он должен быть не менее далек от центра, чем, вот, допустим, Владимир Ильич Ленин, да, который тоже, тоже, может сказать, преступник. Личность. Я вот лично, некоторые говорят, что надо памятник Ленину сносить, там и прочее. Я тоже против этого выступаю. Это историческая личность, крупная личность. Причем, надо сказать, вот его национальная политика, которую он устроил, ведь в конце концов помогла России выиграть вот эту страшную войну. Какую? Вторую мировую войну. Ведь вот обычно говорят, а почему вот Советский Союз выиграл вторую, а вот Первую мировую войну проиграл? Почему? А по одной простой причине. Там была единая неделимая Россия, да? Вера царя и отечества. Значит, вера какая? Православная. Если не православный, то все. Если главная нация великоросс, а если не великоросс и народец, то все. Значит, а это половина населения. Не было в стране единства. А вот это раздел ленинской национальной политики, когда разделили, и каждый более-менее крупный народ мог создавать свою какую-то форму государственности в рамках РСФСР, а потом Советского Союза, она к чему привела? Что когда немцы напали, не немцы, гитлеровцы напали, то ведь все народы защищали страну. Каждый в меру сил. Есть большие народы, есть маленькие. Понятно, что вклад большого народа он больше, маленького меньше. Но все, вы посмотрите список, хотя бы официальный список героев Советского Союза, там все есть, все сражались. И вот если взять план Барбаросса, я уже как историк говорю, да, Гитлера, он же рассчитывал за 2-3 месяца разгромить СССР. За 3 месяца, за 2 месяца немецкие танки до Владивостока, они просто по своим тактико-техническим данным дойти не могли.
То есть, в принципе, он разгромить не мог за 2-3 месяца. На что же он рассчитывал? Он рассчитывал, что после страшных, как говорится, поражений, они были запланированы, и немецкий вермахт, он выполнил свою военную задачу. Военная задача была немцами выполнена, не была выполнена политическая. Потому что рассчитывали, что потом Советский Союз развалится по национальному признаку. А Советский Союз не развалился. А в Первую мировую войну он же развалился. Россия развалилась. Помните? Ушла Финляндия, ушла Прибалтика, ушла Украина, потом ее притянули, Украину. Она же ушла, ушел Дальний Восток. Вот что. А во Вторую мировую войну вот такого развала не произошло. И вот была главная политическая ошибка Гитлера. Несмотря на все поражения, несмотря на все потери, люди до конца сражались. А почему после революции Российская империя распалась? Это следствие такой насильственной русификации Александра Третьего? Я думаю, это было до Александра Третьего. Вот, я думаю, это политика Николая Первого была. Еще Николая. Потому что до Николая Первого, вы знаете, вот сейчас, вы никогда не задумывались, почему слово «русский» является не существительным, а прилагательным? Русский – это не имя существительное, это прилагательное. И отвечает вопрос не кто, а какой. Какой верой. Автоматически считалось, что вот ты принимаешь православие, значит, человек становится русским, русской верой. Сразу, моментально. И в этих рамках, в рамках такой политики, если мы посмотрим, вот завоевание Петра, вот завоевание Екатерины, вы посмотрите, а кто там, собственно говоря, у них? Там, да? Там Дерибас, итальянец испанского происхождения, Дерибас, понимаете, один. Там половина адзейских немцев, Берон царил при Анне, он сущий был жандарм, помните? Берон, Миних и прочее, и прочее. Но все русские. Но Романовы это вообще немцы. Но это потом, как говорится, потом уже начиная с Петра Третьего. Вот, а до этого-то еще как-то держался, начиная с Петра Третьего. Но это ничего страшного, потому что у все династии королевств, возьмите вот английскую династию, они же, да, кстати, Георг, который времен Николая II, они же были двоюродные братья. Они были, кстати, очень похожи друг на друга, вот одно лицо, можно сказать. А расскажите, пожалуйста, или я вас прервал? Нет, ничего. Как вы организовывали конференцию в 98 году? Ну, как организовали? Сделали объявление в газете, вот, по своим каналам разослали там письма, как говорится, вот, и собрались. Народу было немного, ну, приезжали, вот из Москвы даже приезжали на это. А сколько было выступающих там? Они вот все в этой книге сколько? Здесь. Каждый, кто выступал, он был здесь. А сколько длилось мероприятие? Несколько часов. Несколько часов. Да, с утра и вот. На вашей кафедре? Да, на кафедре это все происходило. Следующее пожелание нашей инициативной группы, чтобы тоже, как в десятках городов и регионов нашей страны, в Мордовии на стенах последнего места жительства крепились мемориальные доски. Вот в честь как бы репрессированных, в памяти репрессированных. Ну, в этом смысле Мордовия вообще отсталая республика. Вот вы говорите, снесли почти все исторические здания. Да, но некоторые остались. Здесь жили-то они мало здесь, в этих. Там в основном были деревянные дома. Саранск был деревянным городом. Здесь были административные здания, поэтому тех домов-то в основном нет. А вот мысль вы затронули очень интересную, потому что, например, есть много выдающихся людей в Саранске. И вот некоторым, вот я сейчас смотрю, бывший председатель Союза писателей Мордовии Мартынов, вот прикрепили доску вот здесь, на этом доме, я к ним проходил, видел, очень хорошо, прекрасное дело. Но ведь не он один был, да? А вот пройдите, ну, в принципе, город-то пустой. Есть какая-то инициативная группа будет, кто-то выйдет с инициативой, повесят, не выйдут, не повесят. А в принципе администрация города за этим должна следить. У них там отдел культуры какой-то есть, должен быть, да? Вот они должны за этим следить, понимать и правильно оценивать. А то иногда видишь, вот человек, ну а что он сделал? Да ничего практически не сделал. Есть намного более достойные люди, крупные личности в области, скажем, и науки, и культуры, и прочего. Но нет. А когда вы проходите мимо здания и увидите, что там висит мемориальная доска, что в этом доме проживал и его забрали и расстреляли человека невиновного, что вы почувствуете или как вы отнесетесь к этому? Ну, такие доски есть. Я вот был в Варшаве в 1988 году, и там на многих улицах
там есть таблички. Вот на этом месте нации убили 3 поляков. Там. Вот здесь был арестован такой-то, такой-то, такой. Это вот у них это есть. У нас, я не знаю, я прямо скажу, вряд ли это начальство наше на это дело пойдет, нет. Но мемориальные доски, это дело очень хорошее. Знаете почему? Это же это люди не просто расстрелянные. Это же люди выдающихся. Именно они организовывали нашу автономию, государственность мордовскую. И вот руководители сейчас администрации этой автономии, вот те люди ее создавали, они сейчас этим делом, можно сказать, пользуются. И как-то какое-то уважение они к ним должны проявить, к этим людям, за это. Если бы не они, уже автономии бы не было. Не было, Мордовии, да, автономисты. Так бы были часть Пензенской области там или Пензенская, Сибирская, Ульяновская, и те, кто учреждения культуры, здравоохранения, школы и татарская культура. Никогда. Театры, никогда. На районном уровне, это же был уездный город, это районный уровень. Разве тут был, ну, в крайнем случае, был бы филиал какого-нибудь Пензенского педагогического института, и все. Потому что вся вот эта инфраструктура, она возникла благодаря автономии. Мы должны быть благодарны всем этим людям за это. Они для нас это создали. А мы все это не только забываем, а забывать не должны. А вы в качестве благодарности этим людям, как вы считаете, Владимир Кузьмич, наше пожелание, чтобы или в одном из исторических зданий Саранска, или в нескольких музеях, или лучше в перспективе открытия целого музея памяти жертв политических репрессий. Вот послушайте, у меня несколько есть кандидатур. Вот, допустим, здание рядом с Федеральной службой безопасности прокуратуры сносят, а оно, Левков построил, оно красивое, и в центре его вместо сноса можно превратить в музей. Вот здание городской администрации. Здесь в 80-х годах хотели сделать дом-музея города. Это здание историческое, оно центральное. Почему там один из этажей не сделать может быть, музей репрессий? Много. Тут можно выбрать место. Я вам просто Владимир Кузьмич, не забудьте мысль. А вот еще есть на перекрестке Московской республиканской здание военкомата. Находится в усадьбе, в историческом здании. Почему бы его не превратить в музей? Потом Трехсвятская церковь, бывший Кривеческий музей. Если его реконструировать, и его вместе, там палатка Пугачевская, его в музей репрессий. Все правильно. Музеев у нас, прямо надо сказать, мало. И такой музей, может быть, не музей, но где-то вот раздел обязательно, ну, хотя бы музей трудовой боевой славы он называется, но я бы ее назвал просто исторический музей. Вот там это можно организовать вполне. А специально, вряд ли на это пойдет начальство. Я вам если скажу, бы пошло, вы бы поддержали это? Конечно, конечно. О чем речь? Я просто понимаю, вы же знаете, что сейчас Мордовия находится на первом месте в России по количеству долга на душу населения. У нас уже 2 бюджета. Мы все в долгах, как в шелках, сидим. И в таких условиях начинают сокращать все, что только можно. Вот. Что можно, что нельзя, не сокращают. Вы меня поняли, надеюсь. Ну вот. И понятно, что в таких условиях всегда скажут, что вот, нет денег. Хотя можно задать вопрос, а как так получилось, что нет денег? Это что за руководство такое? Не, ну, конечно, вот эти деньги пошли на стадионы, на объекты, связанные с крупными мероприятиями. Ну, тоже Москва давала очень много не денег утрачены, на эти стадионы и прочее. Просто по приоритетам, насколько важны, более важны мемориальные объекты или спортивные объекты? Содержание спортивных объектов. Важно и то, и это. Конечно, стадионы нужны, и спортивные сооружения нужны для Да, гармонично. Все это нужно, да. Но и память должна быть, потому что без прошлого нет будущего. Просто нет будущего. Следующее пожелание в том, чтобы продолжался реабилитационный процесс, который в 2000-х прекратился, и им, как сказать, курировала прокуратура Мордовии, сделала 2 книги памяти, сотрудничая с учеными университета, с студентами. Евгений Николаевич Тязин в том числе большое участие принял. Да, вы вот у него тоже интервью возьмите. Он более конкретно знает, может вам рассказать по этому судебному процессу. Да, я забыл сказать, что вот эти репрессии, которые проводили здесь, пытки и прочее, они были настолько ужасные, что даже в рамках сталинского руководства они были замечены. И потом сюда приехала комиссия, которая разбиралась. 17 человек были в главе с Красовским были отданы под суд. 11 человек присуждены, часть расстреляли за это дело. Потому что это было настолько, это даже вот при Сталине, в рамках сталинских репрессий, это было что-то ужасное. Но их сделали крайними, потому что в 1939 году Сталин написал письмо, что мне сейчас со всех регионов пишут руководители
обкомов, а я типа, чтобы отменить применение физического вот этого воздействия, пыток. А он говорит, а я вам сообщаю, что с начала 1937 года я лично, ну, он ЦК, он о себе в третьем лице, разрешены пытки с начала 1937 года, но вот были некоторые, которые их дискредитировали. То есть пытки были на государственном уровне легализованы. Да, конечно, да. И нет ни одного человека, который не поддался бы под пытками, Конечно. не подписал бы любые показания. Любого. Человек сходит с ума, просто когда он сошел с ума, он может подписать все, что да, вот на почте вот сейчас ходят люди, нет ни одного, кто смог бы выдержать вот о чем это. хочу сказать. И мы в том числе. Существовали определенные нормы. Они были, конечно, драконовскими, даже не драконовскими, террористическими нормами, сталинские нормы. Но, несмотря на это, они были какими-то нормами. И воздействие, физическое воздействие в рамках этих норм, вот это как раз государством одобрялось. Мы сейчас с вами говорили не только об этом, а о том, что вот применяли уже пытки, переходя эти нормы в личных интересах. Вы понимаете, вот в чем заключалась вина этих выродков. Это вина против человечности уже была, которая не может быть оправдана ничем и никак. Но, тем не менее, вот те, о ком вы говорите, выродки, их же все равно большинство из тех, кто организовывал репрессии, их не расстреливали, их помещали в тюрьмы, да. И они доживали до смерти, да, старости. Тот же Красовский, тот же. Хорошие кадры нужны, как вы понимаете. Аблохин, генерал, вот. Человек, который убил больше всех людей в истории человечества лично. Он был палачом, как сказать, комендантом в Москве, и он же до пенсии дожил в привилегиях. Причем на хорошей пенсии, на генеральской и все такое. Так вот, наше пожелание, чтобы продолжить процесс реабилитации, потому что миллионы людей еще не реабилитированы. Я думаю, вы знаете, это 50-е годы, ведь после 56-го года началась эта реабилитация, вот даже немного раньше, с 54-го, чуть-чуть там ленинградское дело врачей там и так далее. Насколько я помню, я вот работал с документами, когда обращались по этому поводу во второй половине 50-х годов, обычно шли всегда навстречу реабилитированию, многих посмертно. Я думаю, что и сейчас, если будут обращаться, дело в том, что не обращаются очень многие. Кто боится связываться, кто не хочет. Да, было давно, сейчас это дело поднимать, вот такая. А страх обоснованный? Страх в России всегда обоснованный. Потому что может быть? Россия сложная страна, как вы знаете. И поэтому, этот страх с 30-х годов он сидит. Это вы говорили, в вас он сидит, и во мне он сидит, понимаете, во многих людях сидит. Вот. И этот страх надо как-то от него избавляться, потому что если мы не избавимся, мы никогда демократической, свободной страной не будем. А раз не будем демократической, свободной страной, нам никогда не угнаться за так называемыми западными странами. Потому что трусливые люди, они друг другу не доверяют, они не готовы, боятся друг с другом сотрудничать. А демократическое общество – это взаимосвязь миллионов людей, горизонтальные связи, доверие друг к другу. Это организация, самоорганизация. А не стадо. Стадо. Это стая свободных волков. Помните Маугли, да? И каждый из них берет баранов. На себя ответственность. А для Конечно, этого он должен... Это самое главное. Без ответственности никакой демократии быть не может. А поможет ли избавлению от страха следующее наше пожелание, чтобы продолжалось открытие архивов, связанных с репрессиями, потому что по некоторой части архивов до 2042 года продлили секретность недавно. Продлили. А это я вам скажу по своему опыту. Я, например, в начале 90-х годов работал, я вам уже говорил, что я работал в архиве ФСБ. Вот, и я читал очень многие документы, в том числе дело Мордовского право-троцкистского вот этого блока-то, да. Я его держал в руках, но у меня тема тогда немножко другая исследование была. Я его посмотрел, так полистал, я думаю, я к нему вернусь позже. Так. А позже мне его уже не дали. Вот все, так. Архивы были закрыты. И это все знают, что сейчас попадание в архивы МВД и ФСБ, оно осложнено. То есть дело о создателях, о фальсифицированном, как сказать, фальсифицированное дело, по которому убили и уничтожили, и в лагерях знаили всех, кто основывал, большинство тех, кто основывал нашу государственность, Мордовскую, она засекречена. Не только Мордовскую, это со всей России произошло. У нас только слишком это все было в особо крупных масштабах. Это мешает исторической науке? Конечно, мешает, конечно. Некоторые говорят, что не надо, вот люди там начинают
бояться там и прочее, или не доверять власти. Я лично считаю, что в конечном счете архивы должны быть открыты. Мы должны знать правду о том, что произошло. Должны знать. А для чего вообще история нужна? История, Общество. опыт. Ну, вы знаете это старую поговорку, чему учат уроки истории, что никто не помнит уроков истории. Вот. История – это опыт народа. Тот, кто забывает ошибки, он может их повторить. И нация, которая забывает свои ошибки, эта нация, она идет в пропасть, никуда. И идет деградация. И, к сожалению, мы эту деградацию сейчас наблюдаем. Это больно мне говорить, но мы же видим эту деградацию. Когда-то это все развивалось, была могучая, огромная страна, дело доходило до 300-миллионной супердержавы, особенно подъем был в оттепель, когда вот этот всплеск, там, вы знаете, вот опять многие не понимают, вот когда оттепель вот открыли, да, вот там многие начали партию критиковать там, и так далее, но ведь это время, когда у нас было 10 лауреатов Нобелевской премии, понимаете? Вот мы говорим, вот выход в космос, кто там, первый спутник, ядерная бомба, ракетный ядерный щит. Это все время оттепели. И говорят, Сталин подготовил, там Берия. Да, Берия руководил. Но это была, тот же Королев, тот же Курсин, это же старая дореволюционная школа научная, вы понимаете? Но не десятки ученых делают, это делают миллионы людей. А вот эти миллионы-то как раз подняла оттепель. 50-е годы. Вот они все это сделали своими руками, своими головами. И вот это все, этот взрыв произошел. А потом опять где-то уже 60-е годы, 70-е, как Брежнев пошел, время, застой, и все. И все это стало затухать, и вплоть до 85-го года. В 85-м году Михаил Сергеевич попытался опять это поднять, но, как говорится, поезд ушел. Но и общество его не поддержало. Общество не поддержало, да. Общество хочет хозяина, который к сапогу. Дело Народ. не в том, общество не смогло поддержать, прежде всего. Там ведь главная задача-то была поднять экономику опять. А с этим не... А кто экономик? А экономику понимают умные люди, понимаете? А в результате селекции прошло то, что умных людей все меньше и меньше становится в стране. А вы согласны, Понимаете, что у нас происходит? вообще в обществе умных людей презирают? Не то, что презирают. Дело в том, что если мало умных людей, а большинство других, то каждая вот эта среда, она формирует уже свою среду сознания, самосознания. И кого-то она принимает, а кого-то она выталкивает, отталкивает. Если человек умный, он выделяется из этой среды. Вот. Понятно, он уже воспринимается как не свой, как чужой. И таких людей выбрасывают. Это не сейчас было, это ведь и во все времена было в России. Вы помните там выражение, вот в провинциальных условиях талантливейший человек, вот он спился. Общество его не понимало, общество Чацкого не понимало там, и так далее. Понимаете? Вот. Это было во все времена. А то, что сейчас вот в результате этой селекции уровень интеллекта понизился, средний. Это он понизился, я вам прям говорю. Распад Советского Союза. Сейчас вот наше отставание в области технологий по всему миру идет и прочее. Мы же видим, у нас 12% всех дипломированных специалистов и кандидатов там, а мы даем где-то десятые доли всех изобретений в мире. Уровень экономики около 2%. Уровень экономики, все это такое. Мы до сих пор, мы говорим, нефтяная игла. Мы же сидим на нефтяной игле, мы понимаем, сейчас вот цена на углеводы высокие, а вот упадет до 40, и что будем делать тогда? Видите, что происходит? Будем искать врагов в Америке, что нам остается. Ну, если в Америке, это еще не вот когда здесь надо и шпионов будем врагов, искать, да, шпионов. Вот, как бы опять здесь врагов не начали искать. Следующее наше пожелание в том, чтобы в том числе открывались архивы и в вопросе, как бы сказать, открывалось географически точное место расположения всех мест массовых захоронений. Да, их наверняка было около 10 в Мордовии, а нашли только 2. Я не знаю, откуда у вас данные о 10. В Ордатове расстрельная тюрьма. Сейчас я вам, вот, я вам сейчас хочу сказать. Вот когда я этим делом занимался, вот мы с Николаем Андреевичем Кручинко тоже это дело обсуждали, этот разговор, мы пришли к выводу, ну где были тюрьмы? Саранская тюрьма, значит, в Рабаданском районе, Курилово, там
тюрьма была, Ордатовская тюрьма. Ну и, понятно, вот этот Темлаг, потом Дубровлаг, который по незнанию называют мордовскими лагерями. Там, вот 4 места. Значит, сколько мест захоронений? Это Посчитать? 4 места. Это значит, мест. Ну, Да. где-то хоронить могли в разных местах, но я имею в виду комплекс-то один он был. Это Вокруг там, где этой расстреливали. тюрьмы. А развозили в какие места грузовики? Ну, развозили вот, Форды. в основном вот везли на вторую поляну. Но вот тот же сибиряк пишет, что вот человека, прораба, который оформлял вот эти склады под камеры, его якобы захоронили на Посопском кладбище, он пишет. Поэтому, видимо, одиночные захоронения были на кладбищах здесь, а когда уж большие массы, десятки трупов, то тогда везли туда и в братские могилы там выбрасывали. И вот следующее наше пожелание в том, чтобы Обязательно эти места надо открыть и поставить памятные знаки. территорию облагородить. Да. А если появятся финансовые возможности, перезахоронение с почестями, Это было бы хорошо. Это было бы хорошо. Может быть, единое мемориальное кладбище где-то. Вот. Эксгумация. и вот Во еще многих регионах это делается. и во многих регионах У нас вот да. в Курилово тоже это было сделано. Помню. Ну, там считалось, что это монастырь. Чуфаровский, Вот. Свято-Троицкий Да, сегодня, да, да. да, да. А вот и последнее наше пожелание в том, чтобы вот на одном из мест массовых захоронений, вот, например, у этого Эрефлей, да, ручья на юго-западе Саранска, возвести, как во многих регионах страны, мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий, оформленный так, чтобы жители из других регионов приезжали, и мы сами могли прийти и видели, что мы, наше общество Мордовии, вот так это отметило и не забыло. Ну, комплекс, а как вы его представляете, этот комплекс? Это опять музей или просто что? Ну вот как есть Бутовский в Коммунарке, как это там оформлено. Там памятные места есть. Я уже говорил, там плита, потом памятник вот Ванту стоит и так далее. Если будет где-то музей или, по крайней мере, отдел музея о жертвах вот этих репрессий всех, мемориальных музей, то я думаю, в таком комплексе надобность, она сама собой пойдет, потому что вести людей куда-то за город, там и дороги нет и прочее, это лучше в городе привезти и показать, и познакомить с этим. Я думаю, это чисто функционально проще будет сделать. А то, что дороги нет к тому месту, где около 700 останков тел, Это, людей не это последних. предварительно 700, там еще неизвестно. Надо разобраться, сколько там. А разобраться надо? Обязательно. Обязательно. В принципе, надо. Мы должны знать свою историю, что было, чтобы это все не повторилось. А пока мы этого не сделали, что можно сказать о нашем обществе? Что именно? К чему мы этого не сделали? Ну, здесь много причин. Я уже говорил, что часть людей просто не хочет вспоминать то, что было. Некоторые боятся. Начальству это не надо. Лишние траты, лишняя головная боль. Тут много причин. Вот инициативная группа появилась, и уже хорошо. Уже, значит, общество не больное. Вот, уже не дремлет, уже где-то просыпается. А как вы считаете, вот ошибаюсь я или нет? Мне кажется, вот мы видим здесь и администрацию городского округа, а это как правильно называется? Дом Это главы здание республики. главы администрации. Главы Дом администрации. республики он называется. Дом Здание. республики, правильно, Да. даже написано. Мне кажется, вот я думаю, подавляющее большинство тех, кто здесь работает, и включая и Владимира Дмитриевича, и Петра Николаевича, да? Петра Николаевича. Я думаю, что я думаю, все они, если их поговорить с ними, все они поддержат все наши пожелания. Просто Да я очень думаю, много да. проблематики сейчас, которая не решена и которая от нее требует общество. Они же действуют, выполняют все поручения, которых от них требует общество в лице избирателей, там власть региональная, федеральная. И вот они эту обратную связь выполняют, Как? и они не видят запроса от общества, что мы хотим вот и в области мемориализации. И я думаю, когда вот мы это все оформляем, я думаю, они с удовольствием через Да я годы думаю, пойдут это навстречу. здравомыслящие люди, если в обществе эта тенденция будет достаточно сильно проявляться, они обязательно на нее должны реагировать. И общество их отблагодарит, их рейтинг только вырастет. Я думаю, да. И конечно. в обществе только усилится мир между социальными группами, и политический мир, и исторический, и научный, что в этом мы пришли к общественному согласию по этому вопросу. Тем более, все руководители правоохранительных органов, и Федеральной службы безопасности, и МВД, и прокуратуры, тоже они неоднократно говорили, что все-таки в этот период происходило преступление. То есть просто нужно Это оформить все на региональном признают. уровне. Это все, начиная с главы государства, все признают. Это было настоящее преступление. Вот. И это
этому преступлению должны дать адекватную, объективную оценку. Ну, в принципе, она так дана уже, учеными-то она дана. Ну, хотелось бы на Но региональном это уровне, чтобы она это... имела какие-то внешние проявления в виде вот мемориального музея, памятников и все такое. Все Да. это правильно. Символические жесты. Если в сумме посчитать деньги, я не думаю, что там будет больше там, 150 миллионов, если разложить на лет 5 этот процесс. Уважаемые телезрители, я хочу вам напомнить, что в нашу инициативную группу вошел уважаемый ученый, доктор исторических наук Владимир Кузьмич Абрамов. Спасибо вам большое, Владимир Кузьмич. Спасибо вам.